Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов. А в нашей студии гости, активисты трезвого образа жизни. Я рада их представить. Елена Колесникова, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия, председатель Якутского отделения общества «Общее дело». И сегодня моя соведущая. Елена, здравствуйте. Да, добрый день, Светлана, добрый день, телезрители и радиослушатели. Елена Колесникова. Также в нашей студии Игорь Данилов, директор информационного центра «Наш выбор. Трезвость», заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Республики Саха-Якутия. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. И также в нашей студии волонтер проекта «Общее дело» Ольга Бурдукова. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Благодарю вас, что вы пришли сегодня в нашу студию. Спасибо вам большое за мобильность и понимание, которое вы проявили к сегодняшнему эфиру. Благодарю вас от всей души. Говорить мы, конечно же, будем о трезвости, о тех мероприятиях, которые проходят для того, чтобы это дело состоялось и было общим делом. И, конечно же, я хочу обратиться сразу к Елене Карловне, передать вам слово о том, чтобы вы рассказали об этом подробнее. Да, Светлана, спасибо. У нас планируется в этом году, ежегодно, мы уже третий год подряд проводим такие массовые мероприятия, можно сказать, форум территории трезвости. В прошлом году мы его проводили в городе Якутске, и там участвовали, по-моему, если я не ошибаюсь, больше 20 районов, представителей больше 20 районов, и 250 человек, в том числе с подключением онлайн. Здесь очно у нас присутствовало порядка 200 человек. Для чего вообще это делается? Понятно, что мы развиваемся, что и в этом направлении идут какие-то исследования, понимание, как лучше реализовывать эту политику. Мы в свое время тоже в Якутии набили шишки, но несмотря на то, что какие-то были сложности, были не всегда все так гладко и хорошо, в любом случае наша Якутия, конечно, добилась в этом невероятных результатов. То есть мы все побили, рекорды, можно сказать, по демографическим показателям. Если это не брать, конечно, Закавказье, на Кавказские республики, то наша антиалкогольная политика, трезвенническое просвещение в Якутии помогло нам изменить прям наши страшные такие негативные такие тенденции и в республике, и в России. Это как раз смертность мужчин трудоспособного возраста, это низкая продолжительность жизни, в том числе и мужчин в сельской местности, потому что как раз у нас там появились трезвые села, и ожидаемая продолжительность жизни очень сильно увеличилась. И много-много-много чего другого, в том числе и преступность уменьшилась. И я все время хочу сказать, что антиалкогольная политика — это не главное, пить или не пить. Здесь основная наша задача — это уменьшить невероятную нагрузку на наше общество, на нашу страну, на наших жителей, которые как раз идет из алкоголизации общества, потому что большинство всех негативных процессов все-таки связано с алкоголизацией общества. Поэтому мы, работая с этим, просветительскую работу, когда ведем и говорим, что действительно трезвое общество — это успешное и счастливое общество, мы это не голословно говорим, потому что это действительно улучшает все показатели на уровне действительно государства. И сейчас мы видим очень многие регионы, ссылаясь на наш опыт, пытаются реализовать подобные меры и у себя. Но я могу сказать, что по первым ощущениям, что они наступят на те же грабли, на которые мы когда-то тоже наступали. И даже не везде используется наш опыт. Но в любом случае мы сейчас, наша группа выезжает, нас пригласили в Иркутскую область, мы там будем как раз проводить обучение государственных муниципальных служащих для того, чтобы они правильно реализовали с учетом как раз наших успехов и наших недочетов. Потом мы едем в Забайкалье, и на рождественских чтениях нас тоже приглашают и просят, чтобы мы уже для большого количества регионов, потому что у нас практически в каждом регионе есть общество трезвости на приходах, и вместе с ними мы как раз будем реализовывать это на местах. Потом мы едем в Янау и Красноярский край, то есть востребованность огромная нашего именно опыта. Для чего мы этот проводим форум? На форум приедут
и спикеры из других регионов, которые расскажут, покажут, объяснят, научат нас, да, каким-то своим фишкам, особым методологиям, как можно проводить успешно, да, антиалкогольную политику и трезвенническое просвещение. Ну и приедут те люди, которые хотят посмотреть, как у нас это реализуется, из разных регионов, достаточно высокая такая публика, там из администрации нескольких регионов, которые хотят увидеть, вот, потому что в Намском районе у нас на весь район 3 точки алкогольные. Я тут недавно была в Забайкале, в Чите. Меня отвезли на легендарную их точку. В одном доме находится 6 точек. Это только в одном доме. А еще вокруг куча точек, там порядка 10 вокруг. А мы действительно, значит, ну вот у нас есть такие удивительные места, где практически сами жители, да, они продвинули это, потому что понимали, как это важно. И вот из того, что вы сказали, такое ощущение, что мы вот очень крутые, да, а те люди, которые в районах, села трезвые, да, мне кажется, это вообще какие-то герои, потому что в селе там мало ты куда пойдешь, да, то есть надо как-то себя взять в руки, организовать свой досуг, это небольшой, не мегаполис, да, небольшой город, и чтобы не уйти вот в это привычное, да, которое нам транслируют из телевидения, в том числе вот это вот и реклама, и в фильмах, да, расслабление, а что-то придумать свое, которое не будет твое здоровье разрушать. И получается, что с нас и берут пример, но есть еще круче, потому что вы говорите, что на форум приедут те, с кого и нам стоит взять пример. Ну, все равно понятно, что есть методики. У нас приедут, значит, режиссер общего дела, который снимает, который является экспертом Роскомнадзора, который свои фильмы создает с учетом огромного опыта и практики. Он является сам психологом, поэтому, ну, в сфере профилактики, поэтому представляете, какой огромный у него опыт именно по работе с населением, именно как работать, как преподносить, где можно там что-то, значит, радикальное показывать, где не стоит, как это преподносить детям, например, чтобы это их не заинтересовало. То есть там есть огромное количество нюансов. Вот, и мы, вот, я еще очень рада, что мы не перестаем совершенствоваться, несмотря на то, что на нас многие регионы смотрят и восхищаются нами, но нам есть куда работать, и мы не останавливаемся на этом. То есть для нас самое важное — это развитие и улучшение. Не для того, чтобы вот просто мы там, значит, сейчас чего-то достигли и сидим почваем на лаврах. Нет, для нас важно улучшать жизнь людей, улучшать эту ситуацию, ну и, конечно, для других регионов, которые в этом заинтересованы, чтобы они увидели, как для нас, как это перенести на свой регион. Психолог, который занимается профилактикой трезвого образа жизни, я даже не знала, что такие существуют. Это, наверное, направлено на школьников, да? Больше на школьников. Ну, в любом случае, например, фильмы, которые делают ребята вот эти вот, да, психологи, они для всех. Вот мы даже показываем мультики, и на самом деле мультики я вот иногда смотрю в школе, да, класс, младший класс, дети сидят и учитель, и я вижу, как учитель настолько, он, ну, с широко открытыми глазами все это воспринимает информацию мультяшную, потому что она очень доходчива, потому что она, ну, как говорится, цепляет за самое важное, вот наглядно. И дети не начнут употреблять алкоголь, да, и учитель бросит. Да, поэтому для нас тоже вот второе наше мероприятие — это как раз форум добровольцев, где мы собираем наши команды, которые работают уже в сфере профилактики. И у нас мы набрали больше 20 команд сейчас по Якутии, и вот сейчас собираем их в одном месте, где они тоже будут проходить обучение, работу на командообразование и сплочение. То есть это не просто конкурс для того, что кто лучше будет, это конкурс, что мы все совершенствуемся, что мы все становимся лучше, и все делаем нашу страну лучше. Это такой девиз нашей организации. И вот Игорь... Смотрите, да, на Игоря, и, наверное, вам есть что дополнить. Да, спасибо. Конкурс международный добровольцев «Общее дело», он проводится уже в течение нескольких лет, когда сами ребята в формате сверстник к сверстнику, они вот проводят занятия по популяризации и формированию здорового, трезвого образа жизни. Вот в этом году вот, в нашей республике проводился региональный конкурс, где участвовало несколько команд. Это вот Дюрингринский район, Ленский район, Мегино-Кангаласский район.
Ну и, конечно же, это город Якутск. То есть несколько команд, они участвовали, проводили занятия по материалам общего дела. То есть они получили знания и опыт на создание социальных проектов, командообразования, также ораторскому мастерству. И самое главное, то, что они получили необходимые знания для того, чтобы на своем личном примере показать другим ребятам, как вот здорово быть трезвым и вообще привлекательность здорового образа жизни. И вот как много можно для себя сделать, когда ты находишься в состоянии трезвости. Мозг начинает работать совершенно по-другому. Об этом говорят те люди, которые могут сравнить время, когда они употребляли алкоголь, причем они не были какими-то заядлыми алкоголиками, да, просто в их жизни он присутствовал. И вот я разговариваю, и в этой студии в том числе, и с теми, кто прошел этот путь, и они говорят, что, оказывается, у меня есть способности к тому-то, я начал вот такое дело, проекты создают, бизнес свой открывают, потому что алкоголя нету в мозгах, да, вот этого вот вируса, который тебя подавляет, депрессирует. Ольга, как вы пришли в общее дело и как вам в этой компании? Как я пришла в общее дело? Есть такое выражение: все случайности, они не случайны. И вроде бы ты случайно идешь вообще немножечко по другому пути, но потихонечку ты приходишь туда, где ты есть. Поближе, пожалуйста, микрофон подвиньте к себе. А ты приходишь туда, где ты есть. И путь в общее дело и к Елене Карловне у меня был достаточно длительный. Но почему для меня вот этот проект очень важный? Потому что я многодетная мама, я дефектолог, и я не понаслышке знаю и вижу результаты алкоголизации населения. То есть, если еще где-то лет, наверное, 15 назад специалисты видели, что мы идем как бы по наклонной, не очень хорошем направлении, то сейчас, работая логопедом, дефектологом, меня очень многие родители спрашивают, почему столько детей? И эта тема очень широкая. Столько почему? Детей с задержкой речи. С задержками развития, не только речи. Даже да. развития. И почему столько детей с инвалидностью, детей с ОВЗ? И вот алкоголизация — это одна из таких серьезных причин. И, конечно же, доносить до людей вот эту вот правду крайне важно, крайне необходимо. Но есть такая статистика, когда в семьях, где ребенок долгожданный, он планируется, и родители проходят обследование перед зачатием, рождается ребенок с ограниченными возможностями развития, а в семьях, где употребляют алкоголь, может родиться абсолютно здоровый ребенок. Вот тоже есть такое вот обманчивое впечатление. Почему? Потому что здесь же очень много факторов влияет. Во-первых, сколько эта семья родители употребляют, в каком поколении, потому что это точно уже в путь никуда. То есть ребенок, который был зачат и выношен на вот этой вот на алкоголе в организме мамы, он в любом случае сыграет свою роль, фатальную роль. И пускай даже не на ребенке, а через поколение. Через 2 поколения. То есть, вот это путь вырождения. То есть я вижу эту проблему как логопед, как дефектолог. Ну и, как я уже сказала, я многодетная мама. Слушайте, это такая интересная мысль, что через поколение мы же замечаем, да, что дети вот часто внешне похожи на своих бабушек, дедушек, да, прародителей. И тогда, в принципе, да, если там родители могут уже быть как-то, да, в трезвости жить, а вот, например, их родители жили не в трезвости, и ребенок тогда вот так может повторить, да, в проблемах со здоровьем. Да, то есть здоровье, получается, здоровье будущих детей закладывается уже во время зачатия мамы. Вот даже вот так. То есть бабушка и дедушка уже вносят весомую лепту в гармоничное развитие своих внуков и правнуков. И вот еще раз повторюсь, да, то, что я многодетная мама, для меня крайне важно, опять-таки, чтобы мои внуки были здоровы. И я же понимаю, что
если мы находимся в одном обществе, какие могут быть партнеры у моих детей? Ольга, я вас перебью, вы не забудьте, на чем вы остановились. Наушники, пожалуйста, наденьте, у нас есть звонок, или можно их просто прислонить к уху. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Это Семенов, Скандалавского улуса. Слушаем вас. Дает результаты, трезвость. Вот в последнее время, да, народ меньше стал пить, употреблять. Это вы по своему району, да, видите? Ну, везде. Но сейчас не в моде, как бы, с пивом в руках. И вот по поводу логопеда, да, почему такое, да? Сейчас родители пошли вот с того поколения, которые 90-е были подростками, они очень много прививок получили в свое время. Вот поэтому очень много сейчас пар молодых, которые не хотят, да, не имеют детей. Вот всеобщая прививка-мания, не хорошему, по-моему, плюс экология, плюс питание, которое мы пальмовым маслом как бы перерабатываем в молоко, исчезновение натуральной пищи, молока, мяса, замена этим пальмовым маслом, из нефтепродуктов изготавливаются шоколады, там все это, мясо, до мяса то же самое. Вот это, по-моему, это очень большой удар народу всей России. Сейчас надо, как раньше был девиз-то, все для фронта, все для победы. Сейчас надо, за сельское хозяйство надо хорошо взяться. Туда вложить деньги, чтобы побольше было натуральных продуктов, чтобы чтобы дети были здоровыми, народ был здоровым. Раньше же не было же такого советское поколение, чтобы таких много таких отсталых в развитии этих детей. Поэтому надо задуматься о прививках. Заставляют же как только ребенок родился, сразу там куча прививок. Потом 5 лет, 6 лет там. Это же не к добру же все приведет, к сожалению. Вы имеете в виду, что из-за того, что много прививок, то из-за этого дети болеют? Да, из-за этого развитие замедляется. Плюс экология, плюс питание искусственное, это все ударяет. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я очень согласна про питание. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Что действительно и про пальмовое масло все верно, да, и все, наверное, это в комплексе к тому, что вы сказали. Когда я всегда говорю, нет какой-то одной причины. Это всегда комплекс причин. Но уже, в общем-то, про это говорили, да, когда люди трезвые, они, во-первых, берут ответственность на себя за свою жизнь и за жизнь своих детей. Они перекладывают, а мне врач сказал, а мне тот сказал, да, то есть они несут ответственность самостоятельно. Это возможно делать только когда человек трезвый, то есть когда мозг не отравлен. А когда мозг отравлен, можно, в общем-то, многие вещи пропихивать, и нам кажется, что это так и должно быть. Поэтому для меня ключевой, наверное, согласна абсолютно со звонящим, да, что это многофакторный комплекс, но первопричиной это все-таки является осознанность. А осознанность невозможна, будучи отравленным. И про прививки тоже много мнений, да. Кто-то, у кого рождается ребенок с ограниченными возможностями, говорит о том, что виной была прививка. И несколько таких случаев у, допустим, мам, которые общаются, они в этом друг друга поддерживают и говорят, что да, причина в прививке. Кто-то наоборот, если говорить с врачами, говорит, нет, не может такого быть, прививка не может к такому привести. Но, наверное, все индивидуально, на какой-то ослабленный иммунитет, да, она может привести к таким последствиям, в том числе, да? Да, давайте вспомним, для чего были созданы прививки. Прививки спасали и до сих пор спасают миллионы жизней. Но это серьезное медицинское вмешательство. Меня коробит, когда мне говорят прививочку. То есть это очень серьезно, очень серьезная процедура.
Мы будем буквально через короткие 4 минуты продолжать говорить о том, как важна трезвость, как важно заботиться о себе и заботиться о будущих поколениях. Планируя ребенка, вы планируете не только для себя ребенка, но и для ребенка, для своего ребенка в будущем. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии активисты трезвого движения. Это Елена Колесникова, Ольга Бурдукова, Игорь Данилов. Мы говорим о том, что трезвость – это норма жизни. И, конечно, лучше начинать с профилактики, а профилактику лучше начинать со школьников. Игорь, в первом блоке вы рассказали о том, что есть такой проект «Школьник школьнику», когда сами дети рассказывают о том, что происходит с их организмом, если, что происходит с организмом человека, если он употребляет алкоголь. Рассказывают ли они о том, что происходит с организмом, когда человек курит, употребляет табак? Потому что это ведь тоже, можно сказать, что это тоже некий такой это зависимость, понятно, и она, в общем-то, ничем не слабее алкоголизма, те последствия, к которым приводит курение. Спасибо. Да, в нашем обществе как-то принято говорить о том, что есть такие нелегальные интоксиканты, да, наркотики, есть легальные, это алкоголь. И, в общем-то, все знают, что алкоголь употреблять вредно для организма, тем не менее это делают, но почему-то считают, что курение табака, вейпов, оно как-то нормально. Вроде бы никакого особенного вреда окружающим не приносит, но на самом деле это тоже является наркотиком. Не буду сравнивать по качеству показателей, что лучше, что хуже. Однозначно это наносит большой ущерб как здоровью самого курящего, так и окружающим. Потому что есть такое понятие, как пассивное курение, когда пассивный курильщик – это люди, которые окружают курильщика, они получают тоже дозу отравы, и тем самым ущерб здоровью, возможно, даже больше, чем у самого курильщика. И школьники своим образом жизни рассказывают по материалам общего дела, как это наносит вред, и тем самым привлекает своих сверстников, потому что информация подается не просто нельзя, допустим, тебе курить, потому что это вредно, а именно как раз то, что происходит с организмом человека, когда эти вредные вещества попадают в организм. И уровень доверия намного больше, когда об этом рассказывает твой же сверстник. Не мама, не папа, не учителя и какие-то... Потому что часто мы видим, что почему подростки приобщаются к этому образу жизни. Это идет в медиапространстве, то есть это клипы музыкальные, известные певцы, блогеры, они отравляются прямо на глазах и тем самым показывая, что это хорошо, такая красивая природа, или еще какая-то обстановка такая, которая все-таки формирует у подростка положительное влияние, то есть алкоголя, табака. А когда твои же сверстники, ровесники, одноклассники, друзья говорят тебе об обратном, то тогда подросток вполне возможно он задумается. И если он будет участвовать в движении добровольцев, то тем самым он будет больше информирован. И тем самым у него сложится свое личное мнение. Вообще подросткам очень сложно, потому что действительно смотришь какие-то клипы, смотришь фильмы, там везде фигурирует алкоголь, эти какие-то крутые напитки, электронные сигареты, то есть это вроде бы какой-то атрибут крутизны. И хорошо, что есть еще какая-то информация, которая рассказывает, что это только картинка, да, что за ней ту правду, которая стоит, ее не показывают. Я, например, сама очень часто борюсь с осуждением, когда я стою, например, на остановке, и кто-то стоит и курит, и ветер этот дым весь несет мне в
в лицо. И я понимаю, что вроде бы как, не осуждая, я тоже человек зависимый, да, там, допустим, у меня зависимость от еды, думаю, в общем-то, чем я лучше человека, у которого зависимость от курения, но думаю, нет, но все-таки я лучше, потому что я делаю там хуже только себе, и кому-то, может быть, как-то визуальный дискомфорт доставляю, да, но можно не смотреть, но здесь же я не могу не дышать, даже если я отойду, или я прогуливаюсь, допустим, иду, впереди идет человек, который курит, да, я хочу подышать свежим воздухом, мне идет в лицо вот этот дым. Электронные сигареты вообще не считают, что люди, которые их курят, не считают, что это что-то вредное для тех некурильщиков, которые рядом с ними, они просто даже не спрашивая твоего согласия начинают, это же вроде бы приятный запах. И ты не знаешь, даже будучи взрослым, да, как вот здесь как-то взаимодействовать, как контактировать с людьми. И как не соединять человека и его зависимость, да, а подросткам-то это вообще все очень сложно. Сейчас я буду с удовольствием вас слушать, у нас есть звонок, давайте послушаем нашего телезрителя или радиослушателя. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый день. Это Секундка, Владимир звонит. Я хотел сказать, у нас в государстве привыкли одними запретами. Вот, например, какие-то, где-то пьют, где-то курят, вот запретить надо. Запретный плод сладок. Это надо воспитывать людей, с рождения почти, да? Владимир, вот мы как раз об этом и говорим. Да. А у нас сейчас YouTube закрыли, да? Кому это выгодно-то? Я, например, слепой человек, я не могу без Ютуба. Вот так вот. Владимир, спасибо вам большое за ваш звонок. Мы как раз-таки говорим о том, что важно не просто запрещать и говорить, что ты не кури, да, или ты не употребляй алкоголь, а объяснять, что происходит, когда ты вдруг решишь это употребить, что происходит с твоим здоровьем, да. И вот как раз мы в первом блоке говорили о том, что нужно задумываться не только о своем здоровье, а о здоровье еще тех, за чью жизнь ты берешь ответственность, да, когда ты продолжаешь свой род. Елена, вот как раз мы начали тему, да, про то, что очень важно девочке задумываться, да, заранее о том, что у нее все-таки может быть наступить материнство, период материнства, и лучше это делать, задумываться об этом в школе. Да, мы тут говорили о том, что как раз Светлана приводили пример, что могут быть пьющие семьи, где вроде бы они пьют алкоголь, а у них рождаются здоровые дети. Во-первых, не видно, снаружи вроде бы может быть ребенок здоровый, но никто же не может сказать, насколько у него там идет развитие, насколько идет развитие внутренних органов и вообще интеллекта. Но здесь хочется сказать, что по сути, если человек употребляет алкоголь, то это игра в русскую рулетку, рождение ребенка, здорового или нездорового. То есть, получается, у нас формируются яйцеклетки, да, это предвестник плода и человечка маленького, еще в утробе матери. То есть у девочки большинство яйцеклеток формируются в утробе, потом она еще растет до 3 лет примерно, но все в детстве они уже полностью сформированы. И потом со временем они уже их количество не может увеличиваться. Но когда в организм попадает алкоголь, к сожалению, первое, что идет у нас под самым прямым ударом, это мозг и половая система, потому что это больше всего те системы организма, которые больше всего снабжаются кислородом. То есть туда идет прилив крови для того, чтобы снабдить кислородом и веществами полезными. И, естественно, если употребляется алкоголь, туда идет прилив алкоголя, и эти клетки, они бракуются или погибают абсолютно, но может быть даже неплохо, если они погибнут, а вот если они бракованные, уже идет такой страшный генетический процесс, когда она оплодотворяется, эта клетка, то никто не может дать гарантию, какая оплодотворится, либо здоровая, либо бракованная клетка после алкоголя. И вот таким образом мы, конечно, имеем больное поколение, да, то есть у нас есть регионы, где 4% рождается абсолютно здоровых людей, но это, как говорится, лучшие регионы, потому что всего вообще 4%. Всего 4%. И это представляется, что это очень хороший показатель. К сожалению, у нас сегодня очень мало абсолютно здоровых детей рождается, поэтому трезвые люди, они в большей степени защищены, полностью трезвые люди, не культуру потребляющие. То есть я говорю, это как русская рулетка, неизвестно. Ты там мало выпила или много выпила, а оплодотвориться, может быть,
как раз та клеточка, которая была повреждена. То есть девочка может там, допустим, в 14-16 начать пить алкоголь, потом она взрослеет после 20, становится матерью, и яйцеклетка, которая была тогда тоже как бы нарушена, да, она может как раз-таки участвовать в зачатии. Спасибо. Нет, да? Дорогие радиослушатели, я назову телефоны, хотя сегодня у нас есть звонки, и это очень приятно. 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир и чуть-чуть оставляйте время на ожидание того, как мы вас подключим, потому что мне прям на полсловия неудобно перебивать моих собеседников. О мероприятиях можем еще поговорить подробнее. Возможно, вы хотите проанонсировать какое-то мероприятие и пригласить туда людей, которые еще не в обществе вашем, да, общее дело, а которые, например, сейчас заинтересуются тем, что они могут поучаствовать и для себя какую-то пользу из этого и другим. Да, у нас будет 29 ноября этого года проведено мероприятие «Форум. Территория трезвости» в Намцах. Вся информация будет на сайте Госком юстиции Республики Саха-Якутия, потому что это орган, который реализует вот эти мероприятия. Поэтому записаться, зарегистрироваться, посмотреть, значит, время, когда будет и место, можно там, да, то есть это все еще на уровне обсуждения. То есть 29-го там будут с утра и до вечера проводиться. Во-первых, там будут выступать наши докладчики, да, которые там здесь у нас на местах проводят и реализуют проекты. Приедут люди из других регионов, поделятся своим опытом. И будет такой небольшой курс, тоже мы проведем, для того, чтобы понимать, как это проводится. Вот последний звонил радиослушатель и правильно сказал, что должна быть профилактика. И это очень важно, потому что мы тоже в Якутии постоянно делаем на это глубокий акцент, потому что ограничительные, полностью, если не будет ограничительных мер, ничего не будет. Но ограничительные меры, они действуют только там эффективно, где была проведена профилактическая просветительская работа. И только при этом условии это все в комплексе и даст такие положительные результаты. Поэтому что мы еще вот по итогам работы в Якутии по антиалкогольной политике и трезвенническому просвещению поняли, что нужно правильно проводить это просвещение. То есть получается у нас, вот правильно сказал, тоже он акцент такой правильно поставил, Владимир, что нужно вообще с рождения. То есть у нас получается, что мы росли 90-е, там, 2000-е. У нас алкоголь, он стал такой сакральное место занял в нашей жизни. У нас получается свадьбы, похороны, рождения, проводы, встречи, там что-то продали, что-то купили, это все сопровождается с алкоголем. То есть у нас там человек радостный — алкоголь, человек грустный — алкоголь, потерял человек — алкоголь, встретил. То есть, это уже, конечно, такая не соответствующее место ему в нашей жизни. Поэтому для того, чтобы вот менять вот эти вот паттерны, да, вот это представление о важности и нужности и нормальности алкоголя, присутствие алкоголя в нашей жизни, это действительно нужно работать с детства. Есть такое понятие, сейчас работает поэтому все передовые, как говорится, технологии. У нас есть такой замечательный человек, он уже за рубежом, Даниэль Канеман. Это Нобелевский лауреат. Но в свое время он получил Нобелевскую премию в сфере экономики за психологические исследования. Его тема называлась «Экономическое поведение потребителя». Он настолько все расписал, как можно человека привести к тому, чтобы он купил то, что нужно, маркетологам. Он это все, подробнейшим образом, что транснациональные компании, и вообще компании, которые занимаются продвижением каких-то своих продуктов, они активно сейчас это все используют. Он не зря получил Нобелевскую премию, потому что он действительно, просто там сделал невероятное открытие. Он все, весь наш психотип, как мы поведенчески в экономических вещах, он прописал. И знаете, к чему он пришел в итоге? Я не буду подробно это рассказывать, но коротенько. Он называет современного человека не человеком разумным, а человека неразумным. То есть, получается, по сути, сейчас можно настолько воздействовать на человека, настолько менять его привычки, приоритетность, выбор его менять так, как захочется кому-то, что человек не может даже рационально все регулировать. И одно из направлений наших, а тут у нас подключаются наши великолепные психологи, у нас в свое время был советский психофизиолог Геннадий Андреевич Шичко, который
тоже расписал, вот как эти формируются программы, и самое главное, как с ними работать. Есть целые программы, называются, которые курсы Шичко, которые помогают вот то, что общество, сейчас на транснациональной компании или какие-то там группы социальные тебе вот, грубо говоря, тебя подводят к какому-то определенному поведению, вот он рассказал, как это все можно самому человеку преодолеть. Поэтому мы тоже включаем активно его курс в нашу работу, как работать с населением, но осознанно, то есть там нету никаких там тоже, значит, манипуляций, там, НЛП и так далее. Это все осознанно. Мы объясняем людям, как это все работает, как работает психика, как работает мозг, чтобы они понимали. И самое главное, они могли контролировать сами это Применить всё. это к себе. Да, применить это к себе, к У нас своим окружающим и есть- близким. Есть звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Вопрос такой. Вопрос такой. Владимир Георгиевич Жданов. Его труды как-нибудь распространить бы его труды о вреде курения и алкоголя. Он очень доходчиво объясняет там, почему так мало его, хотя бы роликов про трезвость. Почему так мало вот информации? Представьтесь, Вот, пожалуйста. Да, вот я снова звоню. Владимир, да? Нет, Семенов. Семенов, имени Да, назвали. я был в эфире. И вот Жданов Владимир Георгиевич очень вы знакомы ли вы Да. с ним? Да. Мгм. Вопрос такой. Спасибо большое вам за вопросы. Я думаю, у вас как раз-таки много, да, вот информации по тому, чему учил Жданов. Ну, чему учит Жданов Владимир Георгиевич, он, значит, я его лично хорошо знаю, мы с ним вместе работаем. Кроме этого, он учредитель общественной организации «Общее дело», который мы как раз вот здесь и представляем, да, то есть все фильмы в свое время он лично создал с Тихоном Шевкуновым, это режиссер, он православный режиссер, и они создавали изначально фильмы как раз о вреде алкоголя, и вот там и зародилась вот эта организация «Общее дело», в том числе, один, я говорю, из учредителей был это Владимир Георгиевич Жданов. Конечно, он ездит, его фильмы, у нас есть баннеры с ним, мы включаем его постоянно в наши фильмы, поэтому он всегда на наших мероприятиях каких-то крупных. Конечно, это очень мощный человек, который всю свою жизнь, да, положил для того, чтобы изменить вот эту сложную ситуацию в нашей стране. Вот. И если сейчас так все благосклонно, то в свое время он, конечно, преследовался, грубо говоря, да, за какие-то свои выступления. Сейчас нам намного проще, потому что вот тот опыт, который они наработали, и он реализовался и показал свою практическую пользу, вот сейчас мы этим пользуемся, и это воспринимается очень позитивно и у нас в республике, и за ее пределами по всей стране. Вот не хватает, видите, кому-то информации именно науки, которую рассказывает Жданов. Надо, пускай присоединяются к общему делу, да? Да. Кому не хватает, тогда уже точно всем всего хватит. Спасибо большое, что мы сегодня на такую актуальную тему поговорили. Я еще бы с удовольствием Ольгу послушала, и Елена, вас, и Игоря, поэтому я вас буду рада видеть в нашей студии снова. Спасибо большое всем слушателям и зрителям. Большое спасибо за внимание. Хорошего вечера.